Исторический момент. 12 веков нашей истории за 12 месяцев. Здравствуйте, меня зовут Павел Картаев, и в моих руках история земли русской. В сказках многих славянских народов упоминаются обры. Это могучие великаны, с которыми предстоит сразиться храброму витязю. Однако у этих сказочных персонажей есть исторический прототип. В эпоху Средневековья славяне называли обрами аваров. А вот о том, почему эти степняки нагнали такого страха на древних славян, мы поговорим сегодня. Авары пришли в Центральную Европу с Северного Кавказа. Их орда насчитывала около 20 тысяч всадников. Авары были превосходные наездники. Именно им европейская кавалерия обязана важным нововведением – железными стременами. Благодаря им аварские всадники приобрели большую устойчивость в седле и смогли использовать тяжелые копья и сабли. В середине VI века авары образовали на территории современной Венгрии мощное государство – аварский каганат. Славянские племена, жившие вдоль Дуная, попали под власть аварского кагана. Авары обращались с ними как с рабами. Наша летопись рассказывает. Один французский хронист того времени добавляет еще, что авары каждый год зимовали у славян и брали к себе на ложе их жен и дочерей. Впрочем, славяне недолго терпели эти издевательства. В VII-VIII веках аварское иго было сброшено. Летописец замечает по этому поводу: «Были обры телом велики, а умом горды, и истребил их Бог. Перемерли все, не осталось ни единого обрина». И есть поговорка до сего дня: «Погибоша аки обры». В последнем Нестор, однако, ошибся. Часть аваров все-таки уцелела до наших дней. Сегодня они живут на юге Дагестана, уже позабыв те времена, когда половина Европы трепетала от одного их имени. Тема следующей программы.